Доброе утро! Вы смотрите программу «Утро Якутии» на телеканалах НВК Саха и Якутия 24. 8 июля на календаре, день недели, четверг. И в это утро просыпаемся вместе с вами и будем вас, Катерина Винокурова и Павел Танин. Учитывая, что просыпаемся мы чуть много раньше, чем начинается программа, мне кажется, что мы преследуем мысль «сам не спишь, буди другого». Тем не менее, действительно, 8 июля сегодня в России отмечается один, наверное, из самых светлых, добрых, вообще таких теплых праздников. Это День любви, семьи и верности. Я, кстати, всегда путаю последовательность в этом названии. И всех причастных мы, конечно же, поздравляем. Тех, кто любит, тех, кто семейные, тех, кто верные. А если вы все вместе и сразу, то наше вам уважение непосредственно. Ну и в честь этого праздника мы сегодня расскажем об одной золотой паре, которая проживает в Якутске, и в законном браке они уже состоят 50 лет. Ну а в гостях у нас ожидается министр труда и социального развития Елена Волкова. Также узнаем, какие кинопремьеры ожидают нас в этот четверг. Ну и, конечно, традиционные рубрики и не менее интересные гости. Также напомним о средствах обратной связи. Есть у нас замечательный WhatsApp, туда можно отправить свои поздравления, приветы, пожелать всей республике доброго утра. Номер его простой: 8 914 273 4488. И не забывайте про нашу страницу в Instagram «Утро, _ Якутии». Там также все материалы интересные из наших выпусков можете найти, посмотреть, пересмотреть, залайкать и прокомментировать. Ну а теперь знакомимся с погодой на день 8 июля. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 13-20 градусов тепла. В заречной группе до 15-20, в южных 15-21 градус. В Вилюйской группе 18-21, в Нижнеленских 15-21, в западных 16-19, в Колыменде-Кирской группе 11-21 градус. В Янских до 9-21, на северо-западе 11-13. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 20 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер южный до 3-8 метров в секунду, температура воздуха днем составит 32-34 градуса. Ну и также полезная информация. Сегодня в некоторых районах города Якутска ночью не будет воды. Речь идет о промежутке с 10 часов вечера 8 июля до 6 часов утра 9 июля. Воды не будет в кварталах Б, В, в кварталах номер 1, 57, 60, 64, 67, 61, 36, а также в районе Залога. Связано это с тем, что проводятся работы по промывке и дезинфекции магистральных сетей водоснабжения. Делается это, конечно же, в рамках подготовки всех этих сетей к зимнему периоду, чтобы зимой все это функционировало хорошо, надежно и качественно. Ну а далее мы хотим передать слово нашим коллегам из информационной службы, о которых расскажет нам новостной обозреватель Валерия Наумова. Доброе утро! В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Решением проблемы фиктивных справок о вакцинации призвал заняться премьер-министр Российской Федерации. Профильные министерства и ведомства, в том числе МВД России и Генпрокуратура, должны сосредоточиться на решении вопроса с фиктивными справками от коронавируса. Как сообщает в среду пресс-служба Кабмина, такое решение принято премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным по итогам последних заседаний Президиума Координационного совета по борьбе с ковидом. В законодательство России готовятся поправки о возможности конфискации криптоактивов. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов, выступая в среду на открывшейся в Санкт-Петербурге конференции руководителей прокуратур европейских государств, заявил, что виртуальные активы стали применяться в коррупционных целях, в том числе при взятничестве. Поэтому разрабатываются поправки законодательства о конфискации цифровых активов, ставших источниками дохода от преступлений.
Увеличилось количество парикмахеров в столице, их стало на 10 человек больше. Накануне в Якутском технологическом техникуме сервиса имени Готовцева завершилось обучение по программе «Парикмахерское искусство». 10 новых специалистов приступят к улучшению причесок горожан уже в ближайшее время. Якутский технологический техникум сервиса одним из первых подключился к большому федеральному проекту «Демография содействия занятости». В рамках этого проекта мы бесплатно обучаем отдельные категории граждан, такие как безработные, это граждане, которые обратились в службу занятости как ищущие работу, это предпенсионеры, это граждане, которым больше 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске за ребенком, и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях, но имеют детей дошкольного возраста. Сегодня стартует второй день игр Манчары. 21-я спартакиада по национальным видам спорта сегодня в своей программе покажет 6 видов. Это масс-рестлинг, легкая атлетика, национальные прыжки, стрельба из лука и национальное многоборье. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на наших телеканалах НВК «Саха», «Якутия-24» и «Мамонт». Запись всех соревнований игр Манчары можно увидеть в мобильном приложении НВК «Саха». Скачать его можно в App Store и Google Play. К этой минуте это все новости. Увидимся чуть позже. Спасибо нашим коллегам за оперативную информацию. И вот говоря, кстати, про игры Манчары, которые стартовали накануне, с этих игр стартует и федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Собственно, игры Манчары вошли в федеральный проект как спортивное событие, способствующее популяризации физической культуры и активного образа жизни. Вчера федеральное мероприятие открыл министр спорта России Олег Матицын. В рамках этого проекта проходят мастер-классы по национальным видам спорта, а также оздоровительный забег и утренние зарядки. Прямо сейчас там находится наша коллега Анна Васильева. Анна, доброе утро. Доброе утро, Екатерина. Отлично. Доброе утро, Павел. Вчера Хорошо, теперь первый соревновательный коленный день сустав. 21-х игр Ведем Манчары мы. состоялся Давайте ведем. с утренней зарядки, По которая суставам. прошла именно вот здесь, на площади Победы. Итак, так в течение недели здесь участники 21-х игр каждое утро будут Другую сторону. здесь делать утренние зарядки. Левая нога. Прямо сейчас вы видите, как проходит зарядка. Зарядку сегодня проводит кандидат педагогических наук Матвей Лыткин. Эту зарядку проводят Отлично, в рамках молодцы. федерального проекта «Спорт. Норма Хорошо, Тур теперь 21». еще дальше. Прямо сейчас мы Голеностоп. поговорим с представителями этого федерального Влево, проекта. вправо. По идее 15-20 раз. Это называется прокачать. Перед вами стоят представители проекта «Спорт. Норма жизни» Алена Леонтьева Лево, и Михаил Пахомчик. Расскажите, пожалуйста, вот об этом федеральном Так, проекте, теперь. какие у него цели и задачи, и почему Ладошки. именно он начался вот с 21-х Крутим. игр Манчары. Доброе утро, Якутия. Так, в одну сторону, так, в другую. Вчера на открытии игр Манчар министр спорта России Олег Матицын дал старт национальному Вот мы проекту, готовы, да? федеральному Теперь, проекту собственно, «Спорт. Норма Тур». Это само проект занятие, само в упражнение. Это у разрезе нас скандинавская ходьба, а сейчас мы проекта «Спорт. пройдемся Норма по кругу. жизни». То есть По кругу это очень сейчас. символично, Несколько что, упражнений, собственно да? говоря, это было сделано в Якутии. встанем вот так и пойдем. А непосредственно о Вначале смысле идем проекта расскажет носочках. Алена Тянемся именно про вверх. содержание этого проекта. Добрый день. Федеральный проект «Спорт. Идем, Норма идем, жизни» идем. – это национальный проект «Демография». Он существует с 2019 Тянемся в года. высоту. Главная цель всего проекта масштабная – это увеличить место количество ходьбы. занимающихся спортом к 70% привести это число вообще по всей России. Поэтому активно ведется регионы как и в Хорошо. центральной части России, так и вообще по всей Идем, стране. потом на пятках. Сейчас, то
То есть одними из главными задачами это пропаганда здорового образа жизни, это поддержка культуры, это оснащение спортивными объектами, как там дворовых территорий, как регионов, так и большие спортивные комплексы. Это возможность, чтобы у всех всегда был спортивный инвентарь под рукой, всегда доступные условия и также, скажем так, мероприятия, которые помогают людям вовлечься и активно поддерживать здоровый образ жизни. Причем это не про спорт высоких достижений, это именно про массовый спорт, про то, как мы живем каждый день. Собственно, спорт Норма Тур – это одно из мероприятий, причем оно проходит пилотно первый раз. Сеть спортивных уикендов, которая идет по стране. Началось все, да, действительно, с игр Манчары. Это здорово, потому что это как Олимпийские игры, как минимум. Дальше точно продолжится тур из ближайших городов, прям буквально в ближайший месяц-два. Это Обнинск, это Калуга, это города, которые уже находятся рядом с Москвой. Также рассматривается проведение сейчас, но под вопросом, конечно, коронавирусной обстановки. Это Сочи, Белгород, Ульяновск. Вообще, на самом деле, в планах очень-очень много городов. Вчера состоялось первое открытие 21-й спартакиады игр Манчары. Вы присутствовали. Какие ощущения, эмоции после церемонии открытия? Ну, на самом деле, я бы сказала, что это очень глобально сделано. Я была на очень многих разных мероприятиях, и как организатор, и как участник. И действительно, когда столько людей просто поднимаются и делают как минимум такое открытие, набирают столько массовки и закладывают в это какие-то интересные идеи. Ну, не просто там танцы, песни, а действительно это представление было сделано с некоторой историей. К сожалению, я каких-то предпосылок, может быть, и не поняла, потому что не знаю якутский язык, но для меня это все выглядело так вау. Я сидела с открытыми глазами и думала, сколько же сил, труда было вложено. Очень жалко, что, конечно, зрителей было не так много, но, тем не менее, была трансляция, которую, я думаю, смотрело очень-очень много людей. А смотрели ли вы вчера первый день соревнований, какие-нибудь виды? Да, безусловно, мы посмотрели соревнования, поучаствовали в открытии. Я бы еще хотел дополнить, что мы очень рады, что смогли помочь привести спорт Норма Тур в Якутию, потому что если вся страна увидит то, что делаете вы у себя, я считаю, что наша работа будет уже не бесполезна, потому что тот подход, тот масштаб, Алена сказала про это, на самом деле, Олимпийские игры. То есть наша сборная команда едет на Олимпиаду, но здесь фактически Олимпиада началась здесь. Здесь был, собственно говоря, Матыцин, был министр спорта, здесь был руководитель Олимпийского комитета Поздняков. Это было крайне символично, потому что это фактически старт Олимпиады. И я считаю, что вся страна, увидев это, сможет, собственно говоря, вдохнуть энергию Якутии, что то есть легкий шаманизм, который присутствовал, мне кажется, был очень важен. То количество спортсменов, которое собирается в небольшом населенном пункте, и по масштабам страны это совсем небольшое поселение, но тот масштаб происходящего, он очень сильно удивляет и вдохновляет. Мы очень давно сотрудничаем с Якутией по другим направлениям, и вариант, когда за очень короткий срок удалось масс-рестлинг продвинуть на международный уровень, и сегодня уже всерьез стоит вопрос о включении масс-рестлинга в олимпийскую семью, то это реально здорово. Спасибо.
Вот так участники Хорошо, молодцы, 21-й будем считать, спартакиады что вы игры Манчары основное каждое утро упражнение начинают с сделали, утренней 40 минут зарядки. походили и Ведь подходите утренняя к инструктору. зарядка отменно взбодрит с утра не Инструктор только вас дух, успокаивает. но и способствует Инструктор работоспособности вам дает мозга. упражнение на расслабление сейчас. На Итак, восстановление спасибо, сил. Анна. Напомню, это было прямое включение с села Закрепляем Бердигистях, то, что мы делаем. горного Улуса, где Первое. проходит 21-я спартакиада по национальным видам спорта игры Манчары. Да. Кстати, вот хорошая мысль, и за кого вы болеете, за какой вид спорта переживаете больше всего, можете свои мнения, свои вот эти боления, скажем так, отправлять к нам на WhatsApp, обязательно их зачитаем. Номер, напомню, 8 914 273 4488. Ну, не будем отставать от соревнований, не будем отставать от федерального спортсменов. проекта. Да, и сделаем утреннюю зарядку вместе со Светланой Кобяковой. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясница расслаблена, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся к небу. Сегодня у нас с вами суставная гимнастика. Суставы мы разомнем, начиная сверху, и постепенно будем опускаться вниз. Итак, наклонили голову, вдох, и на выдохе давим на голову, плечо оттягиваем в противоположную сторону, ощущаем, как тянутся мышцы шеи и плеч. В другую сторону вдох, и на выдохе давим, плечо оттягиваем, ощущаем, как растягиваются мышцы шеи. Хорошо, вдох, и на выдохе запрокинули голову назад, осторожненько. Хорошо, и выпрямили голову, вдох, и на выдохе опускаем голову вниз, давим ладонями на затылок, ощущаем, как растягивается задняя поверхность шеи. Если все нормально, можно голову осторожненько покрутить вправо-влево. Хорошо. Теперь поворачиваем голову вправо, за подбородок толкаем, за затылок тянем, скручиваем голову мягко, без болевых ощущений, ощущая, как скручиваются шейные позвонки, разминаются. В другую сторону вдох, на выдохе давим на подбородок, тянем за затылок, вдох на выдохе и дальше дышим свободно. Хорошо расслабили шею, плечи крутим вверх, поднимаем почти до ушей, вперед округляем спину, назад соединяем лопатки. И в обратную сторону поехали. И сань, отлично. В противофазе вращаем плечи, ощущаем, как задействуются наши широчайшие мышцы. И в обратную сторону. И сань, хорошо. Вращаем руки в плечевом суставе, начинаем медленно. Если нет никаких болевых ощущений, можно убыстриться. И в обратную сторону. Опять начинаем медленно. Если все нормально, можно чуть убыстриться. Хорошо. Кровь, прилившую к кистям, опустили. Теперь разминаем локтевые суставы вращением предплечий. Обратно. Хорошо. Вытянули руки вперед, вращаем кулачки. Разминаем запястья в обратную сторону. Хорошо. Порубили воздух расслабленно кистями и помахали кистями, как крылышками бабочки. Отлично. Теперь разминаем плечевой пояс. Вдох и на выдохе притягиваем руку к себе. И теперь колени у нас мягкие. Делаем повороты и растягиваем дельтовидные мышцы. Другая рука вдох. На выдохе потянули к себе и с поворотом. И сань, хорошо. Покидали руки вперед-назад. И давайте это упражнение мы совместим с дыхательной гимнастикой Стрельниковой. То есть на скрещивании рук мы делаем вдох носом, на открытии рук выдох ртом. Поехали. Молодцы! И теперь кидаем руки вверх-вниз, дышим свободно, ощущаем, как все раскрепощается в наших плечевых суставах и в плечевом поясе. Отлично! Закончили. Всем хорошего дня, будьте здоровы и счастливы!
Что ж, мы продолжаем и возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Это, конечно, праздник, День любви, семьи и верности. Отмечается он ежегодно 8 июля и посвящен памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Да, и в эти дни в Якутске теплые поздравления с золотой свадьбой принимает семья Виктора Бадмаева и Татьяны Ходуловой. О секрете семейного счастья, золотых юбиляров и об истории любви длиной 51 год смотрите в материале Ирины Григорьевой. Это мой свекор с сыном. Вот мой муж молодой. Был красивый. Полвека вместе. Татьяна Ходулова и Виктор Бадмаев отмечают золотую свадьбу и с ностальгией вспоминают золотые годы. История их семьи началась в далеком 1965 году, где молодые Татьяна и Виктор познакомились во время учебы в Иркутске. Он в политехническом институте, она в педагогическом. Вот это хороший минерал. Виктор Балженимович показывает редкий минерал с уникального горного озера Хопсугол. Он известный геолог, отличник разведки недр СССР. Последние годы трудился в Министерстве геологии Монголии. Признается, открыл много месторождений золота, но главный самородок, свою жену Татьяну, встретил случайно. Во время студенческой встречи, где молодой Виктор пригласил на танец свою будущую жену. Я хотел поступать на международных отношений в Московский институт. Но, к сожалению, отец мой сказал, что нет. И я попал в политехнический институт Иркутский. Увидели и полюбили. Свадьба, житейские хлопоты и пополнение в молодой семье. Отец Виктор Балженимович гордится главным делом своей жизни – семьей, для строительства которой он в 1970 году заложил первый гранитный кирпич, который стал фундаментом семейной жизни. Во всех храмах, когда загадываешь желание, молишься, просишь, вот это надо крутить. Дочь Юлия перелистывает родословную книгу двух поколений. Дедушка Бадмын Балженян по национальности монгол, работал министром сельского хозяйства Монголии. В далекие 30-е годы учился в Москве, в Тимирязевке. Во время учебы познакомился с бабушкой, коренной москвичкой Александрой Воеводиной. Балженян увез молодую жену и ее бабушку в Улан-Батор, как и их отец Виктор, который полюбил маму из Якутска, Татьяну, и тоже увез ее в Монголию. Татьяна Дмитриевна происходит из семьи народного артиста СССР Дмитрия Ходулова. Уникальная природа, отзывчивые соседи, школьные друзья, а главное – уважение к разным культурам, главный урок, который почерпнули дети. Такие семьи, мне кажется, они это несут вот культуру, так сказать, культуру разных народов. Она вот во мне представлена. И воспитывались мы и на уважение и к тому народу, к монгольскому, и к якутскому, к русскому, естественно. Но мама все-таки, она дочь народа Сахана, с нами разговаривала сахалой, поэтому мы знаем якутский язык. Здравствуйте, Татьяна Дмитриевна. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Добро пожаловать в наше родовое имение, так сказать. Ходуловы и Бадмаевы в Якутске с любовью свили родовое гнездо. 20-летний труд превратил пустырь в сад, где сейчас растут березы, сосны, акации и яблони. А цветы и огород – особая гордость хозяйки. Шишечки бросаем, которые сосны тут выросли. Вот они так разогреваются. И потихонечку, не спеша, готовится. А вот так сверху на трубу поставить, чтобы возникла тяга. Местная трапеза укрепляет отношения. Вот и сегодня за одним столом несколько поколений. Секретом долголетия семейной жизни родители делятся со своей семьей, а дочки и зятя бережно чтут традиции и передают это своим детям. Я горжусь своими дочками. Они молодцы у меня. Помогают во всем. Общий язык находим, и зятья у меня золотые на все руки. Они вот помогают, конечно, подаче. Так что дети должны быть ближе к своим бабушкам, дедушкам. Юбиляры признаются, дойти до рубежа в полвека помогло прошлое. Трепетно и с ностальгией они вспоминают Монголию, где началась их семейная жизнь, и Якутию, где появились 5 внуков и долгожданная правнучка. Общие ценности, взаимопонимание, уважение и забота друг о друге – главный секрет любви золотых юбиляров.
Ирина Григорьева, Виктор Рукавишников, Якутск. Ну что ж, таким парам, я думаю, на такие пары стоит равняться. Мы напомним, что сегодня в России отмечают Всероссийский день семьи, любви и верности. И вот как у нас обстоят в стране дела вообще с поддержкой семьи, института семьи, развивается он? Вообще нужен ли институт семьи в современном мире? Об этом мы поговорим непосредственно с нашим гостем Еленой Александровной Волковой, министром труда и социального развития Якутии. Елена Александровна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. С праздником вас. Да. С праздником. Ну вот, собственно, первый вопрос. В современном мире так ли вот необходим институт семьи вообще? Конечно, институт семьи обязательно необходим. Да? Ну, как мы понимаем, институт семьи, крепкая семья – это основа крепкого государства. И у нас в крепких, дружных семьях растут счастливые дети, а счастливый ребенок – это в будущем, это взрослый, самодостаточный, уверенный человек. И, конечно, вот это направление укрепления института семьи является для республики одним из приоритетных направлений, чем мы сегодня и занимаемся. Сегодня в день семьи, любви и верности, конечно, все вновь и вновь говорим о необходимости укрепления института семьи. А какая поддержка сегодня для института семьи в нашей республике на сегодняшний день? Ну, если говорить о той работе, которую непосредственно проводит Министерство труда и социального развития республики, конечно, в первую очередь это большой пласт работы, это финансовая поддержка семей. Во-первых, это при рождении детей. Как вы знаете, у нас реализуется национальный проект «Демография». Достаточно много дополнительных мер поддержки было введено. Ну и, конечно, поддержка тех семей с детьми, которые сегодня нуждаются в заботе государства. Это семьи с низкими доходами. И вот буквально за последние 3 года, конечно, отмечаем существенный рост такой поддержки. В 2,7 раза увеличен в целом объем направляемых на эти цели средств. Но я бы хотела отметить, конечно, второе немаловажное для нас направление, оно, так скажем, нематериальная часть, это непосредственно пропаганда семейных ценностей в целях укрепления как раз-таки института семьи. И у нас в республике реализуется, так скажем, целый комплекс мер. Во-первых, это, конечно, семейные праздники, это наши традиционные праздники, которые славят маму, да, День матери, месячник матери. И сегодня вот мы празднуем уже Всероссийский день семьи, любви и верности. Это, конечно, семейные конкурсы. У нас в республике есть очень хорошие традиционные конкурсы, которые мы стараемся проводить в целом, охватив все районы республики. И на уровне муниципальных районов проводятся такие семейные конкурсы. И мы подводим очень так в конце года, значит, такое очень хорошее у нас мероприятие проходит, уже подведение итогов. И 5 семей, так скажем, лучших по итогам такого конкурсного отбора у нас получают гранты главы. Это 5 номинаций, это молодые семьи, это многодетные семьи, кочевые семьи, семья хранитель традиций, сельская семья. Ну вот так я вот сейчас, пользуясь случаем, призываю наши семьи принимать, конечно, активное участие. Ну и, конечно, третье направление в рамках пропаганды семейных ценностей – это чествование. Чествование тех семей, вот золотых семей, таких многодетных семей, которые вырастили своих детей достойных граждан нашего общества, да, тех, кто многие-многие годы прожили в очень такой счастливой супружеской жизни. Ну вот, к слову о золотых семьях, сегодня в том числе, как правило, в День семьи их чествуют всегда. Мы вот тоже сюжет даже посмотрели. Какие еще мероприятия в этот праздник в республике, как правило, проводятся именно вот в День семьи, любви и верности? Ну вот именно сегодня по всем районам республики будут проведены мероприятия. Это, конечно, как мы уже сказали, чествование золотых семей. Да? И я сейчас, пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить Фонд социально-культурных инициатив город Москва, который как раз поддерживает регионы, и в том числе нашу республику. Сегодня 100 медалей – это общественная награда именно в День семьи, любви и верности. Такая вот очень замечательная медаль вручается нашим семьям, которые прожили многие десятки лет. Конечно, все эти мероприятия будут проведены с учетом ограничительных мер, соблюдения всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности, онлайн-режиме, но тем не менее этот праздник сегодня состоится.
Елена Александровна, мы знаем, что вы многодетная мама, у вас напряженный рабочий график, да? Как вот вам удается все совмещать? В чем секрет вашего успеха во всем? Спасибо. Да, действительно, да, у нас большая многодетная семья. Я сама из многодетной семьи. Ну, основное это, конечно, взаимопонимание, взаимовыручка. У нас и папа, и бабушки обе, и наши старшие дети. Все друг другу помогаем. Наверное, вот в этом есть основа. Вот. Ну и, конечно, сейчас я бы хотела поздравить наши семьи. Вот. Хотела поздравить наши семьи с таким замечательным праздником, День семьи, любви и верности. Конечно, пожелать семейного благополучия, семейного счастья, теплого очага, домашнего очага, чтобы все были здоровы и всех, конечно, человеческих благ. Елена Александровна, спасибо большое, что в этот светлый действительно праздник к нам пришли, рассказали много, опять же, и полезной информации, и, возможно, как многодетная мать своим примером фактически поделились. Мы вас тоже поздравляем, поэтому с этим праздником вы к нему причастны, как многие семейные и многодетные семьи в том числе. Ну, еще раз спасибо и хорошего вам дня. Спасибо. С праздником еще раз. Ну, а мы вновь передаем слово нашей коллеге Валерии Наумовой, которая знакомит с последними событиями к этой минуте. Доброе утро, Якутия! Продолжаем следить за событиями в студии Валерия Наумова. Бюджет России на 2022 год планируется с небольшим профицитом, заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Также он добавил, что госдолг России в 2022 до 2024 года составит около 18-20% ВВП. В своей статье «Повышение потенциала российской экономики в условиях глобальных посткризисных изменений» в журнале «Финансы» Антон Силуанов заявил, что бюджетная политика Российской Федерации с 2022 года будет проводиться в соответствии с бюджетными правилами. В части долговой политики заимствования будут нормализованы уже в 2021 году. Новые туристические маршруты ищет агентство стратегических инициатив. Его эксперты запустили проект «Открой свою Россию». Он направлен на развитие внутреннего туризма. Организаторы планируют раскрутить уже действующие, но малоизвестные маршруты со всех регионов России. Как обычно, пристальное внимание направлено на Дальний Восток. В Якутии много интересных мест, которые тоже имеют шанс получить всероссийскую известность. Заявки от региональных туроператоров принимаются до 26 июля на сайте загоризонт.ми. На первом этапе 90 лучших команд получат возможность работать и развиваться с лучшими специалистами. А по итогам конкурса будет выбрано 30 новых туристических маршрутов. А что получит участник конкурса, победитель этого конкурса? Ну, прежде всего, это узнаваемость. Это, во-первых, возможность получить тоже абсолютно доступ к новым знаниям, к новым компетенциям, доступ вот к этой команде продюсеров, впечатлений, которое поможет тебе его упаковать до действительно такого качественного туристического продукта, который будет востребован как на российском рынке, так и на глобальном рынке. В Ленске продолжается реконструкция городской площади. Работы начались 2 года назад. Тогда был перенесен памятник Ленина, отсыпана, приподнята и забетонирована вся территория площади. В этом году на средства, выделенные из районного бюджета, будет проведено дальнейшее благоустройство. Туда входит строительство трибуны и входной группы в городской парк культуры и отдыха, завершение строительства сцены, а также появятся элементы благоустройства – лавочки и урны. Все работы планируется завершить до конца этого года. Сегодня выполнены основные строительно-монтажные работы. Приступает подрядная организация отделочным работам. И после этого мы завершим еще дополнительные работы по благоустройству. После появления вот этих вот сооружений, соответственно, появилась возможность завершения работ по устройству тактильной плитки
это требование по безопасному доступу маломобильных групп населения. Да? Будут сделаны озеленительные работы, кроме отделки. Ну и на этом мы завершим благоустройство площади Ленина. На этом у меня все новости. Хорошего вам дня. Спасибо, Валерия. Ну а мы продолжаем. Сегодня главный, напомню, праздник в стране. Это День семьи, любви и верности. И в 1944 году, 8 июля, в этот день Президиум Верховного Совета СССР учредил почетное звание и орден «Мать-героиня», а также орден 3 степеней «Материнская слава» и медаль материнства 2 степеней. Звание и орден «Мать-героиня» были введены в качестве награды матерям, родившим и воспитавшим не менее 10 детей. Орденами «Материнская слава» при аналогичных условиях награждались матери 9 и 7 детей, а медалью материнства 6 и 5 детей. Очень символично, поскольку сегодня, напомним, День семьи, любви и верности. Да, какие еще даты сегодня отмечают, узнаем прямо сейчас. 8 июля – Всемирный день семьи, любви и верности. Символом праздника является ромашка. День посвящен памяти святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. 8 июля – День зенитно-ракетных войск Вооруженных сил России. По народному календарю с сегодняшнего дня ждали еще 40 жарких дней. 8 июля 1952 года Юлий Цезарь установил контроль над территорией Лютеции, нынешнего Парижа. 8 июля 1497 года экспедиция португальского мореплавателя Васко да Гама покинула Лиссабон, чтобы совершить плавание в Индию вокруг Африки. Через 2 года мореплаватели вернулись, открыв путь из Европы в Азию. 8 июля 1709 года русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении. В этот же день, в 1944 году, в СССР ввели звание и орден «Мать-героиня», «Материнская слава» и медаль материнства. 8 июля 1621 года родился Жан де Ла Фонтен, французский литератор и баснописец. В 1839 году в этот день родился Джон Рокфеллер, американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров. 8 июля 1894 года родился Петр Капица, советский физик, нобелевский лауреат. 8 июля 1938 года родился Андрей Мягков, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1950 году в этот день родился Константин Райкин, советский и российский актер театра и кино, профессор, народный артист России. В 1963 году 8 июля на свет появился Дмитрий Певцов, советский и российский актер театра и кино, певец, народный артист России. В этот же день, в 1974 году, родилась Жанна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая и актриса. Именины в этот день празднуют Василий, Давид, Денис, Ефросиния, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония и Федор. Доброе утро! Мы продолжаем знакомить вас с ребятишками, которым очень нужна семья, и это очень актуально, если это случится сегодня. Героиней нашей рубрики «Пусть мама придет» сегодня стала 10-летняя Милена. Девочка очень добрая, скромная, любит танцевать и мечтает стать хореографом. Мама спит, она устала, ну и я играть не стал. Яблочка не завожу, я уселась и сижу. Знакомьтесь, Милена. Меня зовут Милена, мне 10 лет. Я учусь во 2 школе, во 2 классе. Мое любимое занятие – это алмазные картины. Вот почти их доделала. Я голову сделала и листики. Осталось еще немножко и все. Я все сделала. Эту картину я сделала сама. У Милены много увлечений, и это помогает ей в общении. Милена очень любознательная, доброжелательная девочка. Всегда придет на помощь, активная. Милена обладает очень хорошей памятью, учится хорошо. Милена вышла ударницей в этой четверти, да, Миленушка? Хорошо, в общем, занимается, любит читать, рисовать.
А еще Милена учится шить. Милена у нас очень ответственная девочка, трудолюбивая, усидчивая. В общем-то, занимаются они у нас по мере возможности, потому что заняты очень. Иголку держать в руках умеет. Уже научилась. Уже плюс. Так-то они помогают, вот поделки делают. Милена, как и все девочки, участвует в показах мод и в шитье нарядов принимает самое активное участие. Милена с удовольствием занимается в студии черлидинга. Милена надеется обрести семью. В этом году 8 июля выпало на четверг, а четверг, как известно, это день кинопремьер. И, собственно, сегодня знаменательный день для любителей комиксов и фильмов, снятых по их мотивам, коим я тоже также являюсь фанатом этих произведений. Сегодня в кинотеатрах стартует долгожданная премьера «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Подробнее об этой и других кинопремьерах недели в нашей традиционной рубрике «Афиша». Вы многого обо мне не знаете. 24-я картина кинематографической вселенной Marvel о таинственной и бесстрашной героине комиксов, родившейся в СССР. В своем сольнике Наташи Романов, то есть «Черной вдове», предстоит встретиться лицом к лицу с врагами из прошлого, которые появились в ее жизни задолго до «Мстителей». Или самим собой. В главных ролях здесь, конечно же, сыграла Скарлетт Йоханссон, а также Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор. Нельзя же вечно дома сидеть. Пора завести друзей. Также смотрите сегодня приключенческую комедию для всей семьи «Лена и львенок». Добрую трогательную историю о дружбе, взаимовыручке и любви к животным. Я назову тебя Снежок. Идет? Расскажу тебе секрет. Я тоже подумывала сбежать. Здорово, Лина. Чудила. По сюжетной структуре картина напомнит культовую ленту «Один дома», в которой главными отрицательными персонажами выступают двое преступников-неудачников. Игры кончились. Девчонку надо найти. Они забрали Снежка, чтобы издеваться над ним. Я его не брошу. Лена и львенок. Я счастлива, что мы встретились. Фильм ужасов «Бугимен» – ожившая городская легенда, которая вполне может существовать в абсолютно любой стране мира, что делает рассказываемую историю универсальной. И веселье, звонкий смех. Нет. Бугимен забрал моего брата. Обещайте, что мы его найдем. Клянусь, обязательно найдем. «Бугимен» – это франко-марокканский хоррор, не имеющий прямого отношения к знаменитой одноименной серии ужасов. По сюжету друзья детства возвращаются в родные места, где столкнутся с неведомым злом. Лента была ранее награждена рядом международных премий, причем в категории «Лучший фильм», что не так часто случается с представителями подобного жанра. Каждого. Он не один! Теперь он мой сын. Бугимен. В кино с 8 июля. Лену и львенок я тоже жду непосредственно. Но вообще лето в самом разгаре, и это замечательная пора, когда можно приукрасить, преобразить, поменять свой гардероб как-то, надеть что-то новое. Да, что же актуально этим летом и как раскрыть свою индивидуальность через стиль? Об этом мы сегодня поговорим с Дарьей Соколовой, со стилистом.
Даша, Доброе утро, Даша. Привет. Доброе утро. Ну, прежде сегодня День семьи, любви и верности. Я знаю, что ты у нас прекрасная мама, и поэтому тебя тоже с этим праздником поздравляю. Поздравляю. Спасибо большое, конечно. Ну, а теперь уже поговорим непосредственно про стиль. Стиль все-таки это слепое следование моды или как-то нет? Можно ли воспитать в себе стиль? Что это вообще такое? Стиль – это в первую очередь ваша непохожесть на что-то, то есть на кого-то. То есть это то, без чего нас не ассоциируют. Да? У каждого стиль он разный. И это хорошо. То есть у кого-то осознанно стиль разный, а у кого-то неосознанно. То есть ДНК, вот это внутреннее, откуда мы пришли, кем мы родились, кто нас воспитывал, да? На каких мультиках, фильмах, вот ты говорил про комиксы, да? Все равно это сказывается на нас, потому что мы потом это транслируем где-то. То есть стиль – это тот месседж, который мы несем. А если говорить про моду, это скоротечное явление, да, которое, возможно, дополняет стиль. То есть, как говорится, вот такая есть избитая фраза, но она очень прям не в бровь, а в глаз. Стиль проходит, наоборот, мода проходит, стиль остается, да, то есть ничего невозможно, скажем так, повторять все время, скажем так, в плане моды, да, то есть сегодня мода одна, завтра другая, но если у тебя есть свой стержень, свой стиль, ты будешь уникальным. Даже при всех модных тенденциях. Да, при всех модных тенденциях, то есть поэтому, конечно, лучше быть стильным. Интересно узнать, что же модного в этом сезоне, несмотря на то, что уже середина лета, да, примерно уже по людям можно увидеть, какие цвета, фасоны? Ну, вообще нужно понимать, что мода, да, опять же, она же вся вытекает из определенных веяний, да, глобальных трендов. То есть тренд на экологию, вместе с тем, там, допустим, тренд на более натуральные ткани, на лен, хлопок, такой в утрированном понятии, да. Допустим, есть такое понятие, как stay home, да, когда мы все были на пандемии, сидели дома, и вместе с тем, то есть домашняя одежда, она стала, то есть в жизни реальной, потому что мы ее распробовали на пандемии. То есть эти объемные брюки, большие штаны, балахоны, чтобы вот укутался и вышел. То есть и вместе с тем это тоже перешло, и сейчас это тоже в моде. Ну и, конечно, никуда не деться летом без цветочных платьев, потому что это всегда будет летом супер актуально. И сейчас есть еще тренд на такую, скажем так, некоторую свободу женскую, да, то есть когда девушки могут, в принципе, позволить себе какие-то более открытые варианты. Это кроп-топы, возможно, какие-то даже заниженная талия из нулевых снова в тренде. Как много незнакомых слов. А мужчинам как быть все-таки, ну так мужчинам стереотипно, что мы не модные, там на деле что есть? Конечно, это не стереотип, это правда. Да. Но не то чтобы не модные, мужчины, скорее всего, во многом заложники стабильности. То есть это то, в чем удобно и комфортно первоочередно, потому что это мужчину, как говорится, сложно склонить под моду. Но, в принципе, лучше для мужчины это всегда быть аккуратным. Потому что аккуратность – это то, что неважно, модный ты не модный, это всегда чувствуется. То есть это хорошая обувь, это хорошая прическа, ухоженные руки. Это всегда будет работать 100%. Ага. Ну вот, кстати говоря, про удобность, да, мне кажется, мужчина все-таки где-то подсознательно готов в любой момент сорваться в лес и добывать мамонта, поэтому… Ну, конечно, да, он должен быть ориентирован на любую ситуацию заблаговременно. Да. Но вот, говоря про добычу мамонта, сегодня это все-таки больше офис, да, ну и в офисах работают и женщины, и мужчины. Как быть в офисах, где, как правило, есть определенные строгие достаточно, там, дресс-код, рубашки, брюки и так далее, но тем не менее хочется как-то полегче, может быть, что-то другое? Ну, конечно. Если мы говорим о очень официальных, да, высокоградусных, скажем так, мероприятиях, то да, там, конечно, нельзя отступать от дресс-кода, потому что тут недавно, скажем так, были различного рода форумы, там женщины ходили в кроссовках, я не буду, как говорится, говорить именно кто, но это сильно, скажем так, пошатнуло, да, ситуацию с дресс-кодом, с официальным, что все-таки есть понимание обязательных норм, и их нужно выполнять, потому что это показывает то, как ответственно человек относится к своей должности. А если мы говорим о более таком лайтовом офисе, где есть все-таки какие-то отступы, то здесь сейчас мода, она про то, что человек может носить все, что хочет. Конечно, есть условности, и нельзя носить кроп-топ в офисе, потому что это может, скажем, дискредитировать личность, которая так пришла. Но если мы говорим о каких-то брючных, стильных костюмах, то почему нет? Ну и, конечно, можно, опять же, в летнее время использовать другого рода ткани. То есть, например, тот же самый лен, который хорошо смотрится, да, можно использовать какие-то более миксовые полиэстер, хлопок, что-то такое, в чем человек будет себя чувствовать более расслабленно. Ну, конечно, спортивный
костюм на работу носить определенно нельзя. А если говорить об аксессуарах, нужны ли они летом? Аксессуары нужны всегда, потому что аксессуары – это то, что привязывает человека к определенному стилю и транслирует его индивидуальность. То есть, допустим, кто-то ассоциируется с бусами, кто-то с сережками, кто-то постоянно с очками и с какими-то определенного рода сумками. Ну и плюс ко всему, допустим, те же самые сумки – это определенного рода статус. Да? То есть нужно понимать, что сколько человек вкладывается в свой такой главный аксессуар, столько он, соответственно, и зарабатывает. Столько он потом в сумку и кладет. Да, вот, все верно, да, именно. Вот, но такое все-таки лето, это в первую очередь всегда яркие цвета. Но у некоторых людей с яркими цветами могут быть проблемы. То есть кому-то не всем идут яркие цвета. Но как тогда в такой ситуации быть? Ну, опять же, возвращаясь к первому вопросу, что есть стиль, да, и есть женщина-праздник, да, люди-праздник, в принципе, да, для которых яркие вещи – это норма. И, скажем так, нравится – носите, не нравится – не носите. Все очень просто. Единственное, что это должно вот быть именно продолжением и быть искренне. Потому что пытаться носить яркое, когда тебе в этом некомфортно, это будет заметно, это будет сказываться на уверенности, на самоподаче. Вот. Ну и тренды такие, что в принципе сейчас в моде и очень яркое, и пастельное в том числе. Поэтому есть из чего выбрать. Дарья, а что вы скажете, глядя на нас, да, как стилист? Просто уже наши редакторы мне конкретно уже много чего сказали, я хочу вообще, тут, конечно, мне сложно, да, быть объективной. Вообще, на самом деле, в данном случае в платье цветочное, как я уже сказала и подметила, это то есть, то, что нужно в летнее время, учитывая, что мы на телевидении, то есть все закрыто, и это тоже правильно, потому что это не вызывает вопросов у, скажем, зрителей, да. Светлый ремень хорошо запоясан в платье, потому что объемная, фигура хорошая, то есть нужно обязательно, то есть где-то подчеркнуть. А еще вот фонарики, да, рукава фонарики, то есть мы говорим про тренды, плессировка там и так далее. И плюс ко всему приглушенные оттенки, которые сейчас в тренде. Если говорить про Павла, то объективно это аккуратно. Я готов бежать за мамонтом. Да, он готов бежать за мамонтом. Ну и в принципе бежевые оттенки – это базовые цвета, которые в принципе всегда, неважно летом, зимой, они будут актуальны. То есть здорово. Ну вот завершая вопрос именно про летние стили, все-таки головные уборы. Обычно, как правило, что с точки зрения даже безопасности вещь необходимая, потому что солнечный удар. Как в этом вопросе быть, как подобрать хорошо их? Ну, вообще, вот тут большая проблема на самом деле, потому что есть тренд на головные уборы, всегда есть какой-нибудь модный тренд. И у нас вот есть такая склонность же следовать трендам безоглядно, и это огромная проблема, потому что мы разные, формы лиц у нас разные, и, соответственно, головные уборы для каждого человека свои. И сейчас в моде, допустим, бейсболка, там, Панама была вот в моде, и можно было увидеть такие случаи, когда она была неуместна совершенно, например, да, или же она просто не подходит под тип лица. Поэтому лучше всего головной убор должен быть не актуальным, а, скорее всего, подходящим для человека по стилю и по уместности, потому что главный залог вот правильного внешнего вида – это уместность. То есть нужно понимать, куда ты пришел, и, соответственно, к кому ты пришел и в чем ты пришел. Только когда все это складывается, да, тогда это будет хорошо. Ну, Дарья, спасибо большое, что в эту студию нам пришла, провела нам ликбез, провела ликбез нашим зрителям. Наш эфир, к сожалению, мы бы еще могли поговорить, я думаю, на эту тему. Приходи еще. Скоро осень. Можно будет про осень поговорить. Ну, а мы, продолжая тематику лета, да, лето это все-таки то время, когда можно достать своего двухколесного коня, но это не мотоцикл. О чем, наверное, мы говорим, вы догадались. Мы пока на этом прощаемся. Сегодняшний день с вами вместе встречали Екатерина Винокурова, Павел Танин. Надеюсь, у нас получилось вас разбудить, зарядить зарядом бодрости, рассказать много интересного и, самое главное, полезного. Да. Увидимся с вами завтра. Отличного вам дня, плодотворного дня, хорошего настроения. Да, и возвращаясь к железным коням, прямо сейчас посмотрим, как люди летом катаются на велосипедах, по которым очень-очень заскучали за зимнее время. Смотрите кадры нашего оператора Петра Шестакова.